Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я преподаватель русского языка и литературы Карагандинского гуманитарного колледжа Сулейменова Кулянда Адамбековна. Проведу урок по теме Сергей Есенин «Лирика». На уроке вы узнаете об основных этапах жизни и творчества Сергея Есенина, о своеобразии есенинской поэзии, мотивах его лирики. Сергей Есенин родился в 1895 году 21 сентября в селе Константиново Рязанской губернии. Начальное образование получил в земской школе, будущий поэт закончил ее с отличием. Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали в Спас в Клепиковскую учительскую школу. Родители хотели, чтобы сын стал сельским учителем. После окончания школы летом 1912 года Сергей Есенин приехал в Москву. Осенью он должен был поступать в Московский учительский институт, но наперекор решению родителей устроился в книгоиздательство «Культура» и отказался учиться. Бабушка Есенина, Наталья Евтихевна Титова, знала много сказок и частушек, и по признанию самого поэта, на его творчество повлияли частушки, услышанные в детстве. Некоторые сказки с плохими концами ему не нравились, и он их переделывал на свой лад. Не меньшую роль в пробуждении творческих способностей сыграла его мать Татьяна Федоровна. В Москве Есенин опубликовал свое первое стихотворение «Береза», которое было напечатано в московском детском журнале «Мирок» под псевдонимом Аристон. «Береза». Белая береза под моим окном принакрыла снегом точно серебром. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве, говорил Есенин. В 1914-1915 годах Есенин создает целый ряд произведений о России. «Гой ты, Русь моя родная», «Край ты мой заброшенный», «Русь», «Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды» и другие. Первые произведения Есенина были посвящены тому, что его окружало с рождения, родной природе. Хорошо. Еду, тихо слышны звоны, под копытом на снегу, только серые вороны расшумелись на лугу. Заколдован невидимкой, дремлет лес по сказку сна, словно белою косынкой повязалась сосна. Понагнулась, как старушка, оперлась на клюку, а под самою макушкой долбит дятел на суку. Скачет конь, простору много, валит снег и стелет шаль, бесконечная дорога убегает лентой вдаль. Уже в ранний период творчества в таких стихотворениях, как «Корова», «Песня собаки», «Лисица», поэт, воспевая любовь к живому, осуждает жестокость, бессердечность людей. С большой жалостью пишет Есенин о судьбе собаки в стихотворении «Песнь о собаке». Образ матери в лирике Сергея Есенина. Для Есенина мать – олицетворение всего самого лучшего. В 1923-1925 годах он создает особенно много стихотворений, посвященных маме. Одно из стихотворений называется «Письмо к матери». Письмо к матери. Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне.
что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветком шушуне. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь, не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Так забудь же про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Любовная лирика Есенина – особая, неповторимая тема в его творчестве. За горами, за желтыми долами – первое стихотворение, которое Есенин посвятил женщине. Это сардановская Анна «Любовь молодого поэта». Известное стихотворение «Письмо к женщине» Есенин посвятил своей первой жене Зинаиде Райх. Наиболее сильные, ярко выражающие особенности есенинской любовной лирики, произведения которой вошли в цикл «Любовь к хулиганам». Его поэт посвятил актрисе Августе Миклашевской, в которую был безнадежно влюблен. Женщина не отвечала взаимностью, что отражалось на физическом и нравственном состоянии Есенина. Ей же он посвятил стихотворение, написанное в год своей гибели «Я помню, любимая, помню». «Я помню, любимая, помню, сияние твоих волос, нерадостно и нелегко мне покинуть себя привелось. Я помню осенние ночи, березовый шорох теней, пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года, и ты позабудешь, мой милый, с другой у меня навсегда. Сегодня цветущая липа напомнила чувством опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. И сердце, остыть не готовясь, и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминает себя. В 1924 году Сергей Есенин приехал на Кавказ, а перед этим он побывал в Средней Азии, Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Но он был очарован экзотикой Кавказа. Здесь он испытал тоску по родине, ностальгию, и она проявилась в его стихах. Последнюю поездку на Кавказ Есенин встретил учительницу Шабандух Нурсесовну Тальян, вдохновившей поэта на создание персидских мотивов. Одно за другим появляются стихотворения «Шагане, ты моя Шагане», «Я спросил сегодня у Менялы, ты сказала, что Саади». Стихотворение «Шагане, ты моя Шагане» лирический герой предстает робким и застенчивым. Он влюблен и хочет поведать о своем чувстве. Как сказать мне, где прекрасной Лалы по-персидски нежное люблю? Стихотворение «Шагане, ты моя Шагане» встреча с восточной красавицей пробуждает воспоминания о России. Жанр его – любовное послание. Однако основная тема – ностальгия поэта о родине. В основе композиции стихотворения лежит противопоставление Востока и России. «Шагане, ты моя Шагане, Шагане, ты моя Шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, поле, эти волосы взял я у ржи, если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли, я готов рассказать тебе, поле. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне, про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя Шагане, там на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа, может, думает обо мне. Шагане, ты моя Шагане. Последние годы жизни Есенин все чаще испытывает болезненное состояние.
он решает переменить обстановку, покинуть Москву и уехать в Ленинград. 23 декабря 1925 года Есенин приехал в Ленинград и остановился в гостинице «Англетон». В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года жизнь Есенина трагически оборвалась. Отошла в прошлое эпоха Есенина, но остались его яркие, замечательные стихи. Его поэзия продолжает жить, пробуждая чувство любви к родному краю, к матери, к природе. Для закрепления изученного материала ответьте на следующие вопросы. Первый вопрос. Где родился Есенин? Второй. Кем родители хотели видеть своего сына, выбрав для него определенное учебное заведение? Третий вопрос. Какое стихотворение поэт опубликовал в журнале «Мирок» в 1914 году? Четвертый вопрос. Кто вдохновил поэта на создание стихотворения «Шагане, ты моя Шагане»? Откуда эти строки и кому обращены? Ты жива еще, моя старушка? Жив ли я? Привет тебе, привет. Давайте проверим ваши ответы. Ответ на первый вопрос. Сергей Есенин родился в селе Константинове Рязанской губернии. Ответ на второй вопрос. Родители хотели видеть Есенина сельским учителем и поэтому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую он должен был поступить в Московский учительский институт, но этого не случилось. Ответ на третий вопрос. В 1914 году в журнале «Мирок» поэт опубликовал свое первое стихотворение «Береза». Ответ на четвертый вопрос. В последнюю поездку на Кавказ Есенин встретил учительницу Шагандук Нерсесу Тальян, вдохновившей поэта на создание стихотворения «Шагане, ты моя Шагане». Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Эти строки из стихотворения «Письмо к матери», которое поэт посвятил матери своей. Домашнее задание. Выучить одно из стихотворений поэта. Второе задание. Опираясь на поэзию Есенина и книги о его жизни и творчестве, составьте краткую таблицу о основных адресатах любовной лирики. Таблица показана на слайде. Стихи Сергея Есенина переписывали, передавали друг другу, с ними уходили на фронт, его пели и поют под гитару, и просто повторяют запомнившиеся строки. Поэзия поэта покорила многие сердца. Пусть он покорит и ваши сердца. До свидания.